Так, Россия вчера, сегодня, завтра. Слово специальному корреспонденту «Радио Свобода» в Чечне Андрею Бабицкому. Человек, находящийся рядом со мной, полевой командир, воюющий в Чечне с первых дней войны. Его зовут Руслан, фамилию по понятным причинам я назвать не могу. Последние 2 месяца он участвовал в обороне Сержень-Юрта, села, которое находится в начале ущелья, ведущего в Ведено. Руслан, очень много в России самых разных легенд про то, что из себя представляет чеченское сопротивление. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, связанных с вашим бытом, связанных с войной. Расскажите, пожалуйста, что такое оборона, что такое война для чеченцев, конкретно в Сержень-Юрте? Ну, дело в том, что российские войска, которые двигались в Ведено, рано или поздно должны были пройти через село Сержень-Юрт. Ну, атаки на село начались значительно раньше, я скажу. Буквально с первых же дней начала штурма Грозного. Над селом летали самолеты и проносились на довольно-таки низкой высоте. Конечно, жители села чувствовали себя очень неуютно, но тем не менее эти полеты продолжались, была слышна канонада, в общем, было видно, что война приближается. И в связи с этим, естественно, надо было что-то предпринимать для того, чтобы защитить свое село, своих родных, близких и так далее. И поначалу, в общем, собиралась гуманитарная помощь, имеется в виду продуктами помогали, возили в город, раздавали. Ну а после, уже когда непосредственно войска подошли близко, мы решили организовать оборону села. Ну, что такое оборона села, защитники которого состоят в основном из тех людей, которые, может быть, за последние 5-6 лет вообще не видели оружие, в смысле не держали в руках, можно себе представить. И тем не менее, были среди нас и люди, которые, в общем-то, добросовестно относились к военному искусству, служа, допустим, в советской армии. Поэтому, естественно, используя вот этот опыт, мы организовали оборону. Это были окопы, пути отхода. В основном это были окопы и блиндажи. Ну, их было немного, но тем не менее они были. Ну, что касается такого качественного состава, то это были ребята, начиная от школьных учителей, кончая строителями. Ну, я скажу, что было их немного. Наверное, больше 3 десятков человек. Но они были. Скажите, Руслан, каким оружием вам пришлось воевать? Была ли у вас тяжелая техника, артиллерия, поскольку 2 месяца российские войска не могли овладеть Сержень-Юртом? В общем, как бы резонно предположить, что вы были хорошо вооружены. Ну, понятно, с началом войны в Чечне появилось очень много оружия. Это, я имею в виду, автоматы, пулеметы. В общем, у нас были автоматы, был один пулемет, ручной пулемет Калашникова, был гранатомет, ну и ручные гранаты противотанковые. А что касается артиллерии и так далее, ну, я вам могу такой пример привести. Ну, сбитый российский вертолет. Ребята просто снимали оттуда Нурсы, делали ручные устройства, приспосабливали, в общем, так называемые... Поясните, что такое Нурсы, пожалуйста. Это неуправляемые ракетные снаряды. В общем, называлась «Шайтан-труба». Это в трубу, значит, сажают Нурс, выводят провода, там делают специальное приспособление, подключают к аккумулятору, делают искусственный, ручной прицел, значит, какой. Просто-напросто небольшие веточки привязываются с помощью нитки, и такие 2 квадратика делаются для того, чтобы более-менее, так сказать, навести вот этот снаряд по технике, которая движется на позиции. Но я слышал, что Нурсы использовать небезопасно, поскольку стреляющий может сильно обжечь. Да, у нас был такой случай, буквально во время атаки на село. Танки появились неожиданно и неслись на огромной скорости. Т-80 танк довольно-таки
надежная машина для тех, кто там находится. Танк развивает большую скорость, хорошо вооружен. В общем, появились танки, и тут мешкать было некогда. И парень схватил, значит, этот Нурс, прицелился, выстрелил, обжег себе лицо. Потому что перед тем, как стрелять, надо было все-таки надевать маску. Танк был подбит, но он сильно поранил себя. Искал маску, маску не нашел, взял второй Нурс, и в этот момент прямым попаданием был убит. И стреляли из другого танка. Ну, что касается вооружения, ну, я скажу, что с боеприпасами, конечно, у нас было туговато, потому что покупали мы их в основном сами, где придется. Ну вот, скажем, идет бой, и у вас заканчиваются боеприпасы. Кто-нибудь вам подвозит? Ну, представьте себе такую картину. Значит, село Сержень-Юрт протяженностью где-то 7 километров. По длине это в сторону Ведено. Боеприпасы подвозить их неоткуда, поскольку мы защищаем свое село. У нас свой запас был, и, естественно, после того, как он кончался, надо было ехать за боеприпасами. Ну, а что из себя представляет атака? Это, вы знаете, в небе беспрестанно бомбит несколько десятков самолетов, штурмовиков, подлетают вертолеты, и с расстояния где-то, ну, для нас недосягаемого расстояния обстреливают наши позиции. Стреляют самоходные артиллерийские установки, гаубицы. Одновременно применяется град. И вот среди падающего металла надо пробраться, так сказать, вне зоны ну, непосредственного столкновения там и куда-то ехать. Да, нам приходилось буквально даже в середине боя, когда уже у нас кончались боеприпасы, ехать, покупать, в частности, патроны. А где покупать? Ну, понимаете, мы покупали в Ведено. Где, на рынке? Да, на рынке можно приобрести, потому что, ну, в общем, этих людей, в принципе, можно найти везде, в том числе и в Грозном, но поскольку до Грозного далеко, поэтому приходилось, в общем-то, ехать в Ведено. И сколько стоит цинк патронов? Мы конкретно заплатили $50 за 2 цинка для патронов пулеметных. Но есть те, которые, конечно, дают бесплатное, безусловно, помогают, чем могут. Скажите, а вы действовали как самостоятельная группа или входили в подчинение вооруженных сил Чеченской Республики, главный штаб которого находился в Ведено? Безусловно, после того, как боевые действия приблизились непосредственно к селу, мы подчинялись Генеральному штабу Чеченской Республики. А почему в таком случае генеральный штаб не обеспечивал вас боеприпасами? Ну, вы знаете, надо понимать, что такое Чечня. Дело в том, что республика очень маленькая, но фронт длинный. Ведь российские войска наступают не только, допустим, в Сержень-Юрте и все, а они наступают по всему фронту. А это все-таки очень тяжело координировать действия, там, снабжать боеприпасами, продовольствием и так далее. Поэтому как-то надеяться на то, что там в разгар боя кто-то там разыскать кого-то быстренько, там получить у него боеприпасы. Ну, бывали такие случаи, когда очень не удавалось это делать, поэтому быстрее получалось купить и продолжить бой, поскольку война есть война, и на войне не все бывает так, как нужно и как записано там в каких-то уставах и так далее. Ну, приходится действовать по обстановке. Российские войска, когда они подошли к Сержень-Юрту, они сразу начали его обстреливать? Ну, вы, наверное, слышали о таком выражении, как «беспокоящий огонь». Ну, как он выглядит, это происходит примерно так. Где-то месяцев за 4 до штурма Сержень-Юрта, когда еще в Грозном бои шли, село, окраины села подвергались бомбардировкам. В том числе, вы знаете, что от Сержень-Юрта, что и в Шалях была бомбардировка, там буквально по рынку, по больнице, и по скоплениям, короче, разбрасывались кассетные и шариковые бомбы. А Сержень-Юрт находится тоже где-то километрах 7 от Шали, так что если летчик немножко, так сказать, если он
перепутает, то, естественно, эти бомбы могли упасть и на Серженюр. В принципе, так и было. На окраинах села разрывались бомбы. В общем, грохот в Серженюрте стоял все время, потому что все те разрывы, которые происходили, допустим, те бомбы, которые разрывались в Грозном, звук доносился до Серженюрта. Я опять повторяю, республика маленькая, и где-то там, если бросают бомбы, то, в общем-то, можно услышать почти везде. Разве что глубоко в горах это может быть слышно сильнее, эхо доносится и туда. Ну вот очень часто приходится сталкиваться с таким сюжетом, он в ходу в российских средствах массовой информации. Старейшины села, уважаемые люди просят боевиков покинуть населенный пункт с тем, чтобы он не подвергался обстрелу, с тем, чтобы его не разрушали российская авиация и российская артиллерия. Однако боевики продолжают оставаться в селе, подвергая таким образом опасности мирное население. Было ли так в Сержень-Юрте? Но давайте рассуждать по логике вещей. Если войска не идут в село, то никакого смысла начинать боевые действия нет. Поскольку те люди, которые там находятся, бандитские формирования, о которых идет речь, в кавычках, конечно, они защищают свое село. Вот если не водить туда войска, то уже непосредственно в поле можно, в общем-то, и повоевать. Но дело в том, что армия идет туда, в села. Я вам скажу, что в течение 2 месяцев, когда мы там держали оборону, гаубицы, артиллерия, ракеты падали в село, хотя позиции находились в стороне от села. Значит, боевые действия начинаются, стрельба идет, допустим, с позиций, а артиллерия стреляет по селу. Так и получалось. И вот я хотел дополнить насчет беспокоящего огня. Происходит это очень просто. Где-то на подходе к селу взрываются танки, подгоняются артиллерийские установки и начинается обработка. То есть снаряды падают сперва рядом с селом, потом постепенно огонь переносится в село, и буквально идет полное вытаптывание всего того, что там находится. То есть полностью разрушается село, улица за улицей, дом за домом. Вот это называется беспокоящий огонь. Естественно, мирные жители там не сидят, они уезжают, село опустошается, а потом уже добивается все остальное. В общем, от села остаются одни развалины. Скажите, что такое контактный бой? Как часто вам приходилось отражать атаки российских войск? Как это происходило? Я знаю, что под Сержень-Юртом российские войска понесли большие потери. Какие потери были среди тех, кто защищал село? Контактный бой, ну, вы знаете, у российских солдат, у российской армии достаточно разного рода оружия, чтобы, не вступая в контакт, так сказать, вести боевые действия. Ну, я имею в виду те же артиллерийские установки, системы залпового огня, крупнокалиберные пулеметы, ну и авиация, естественно. Мы же такими средствами не располагаем. Мы можем только работать тогда, когда противник непосредственно переходит. Ну, судите сами, если прицельная дальность стрельбы из автомата, допустим, километр, то на расстоянии уже с километра начинается так называемый контактный бой. Вот именно во время этих боев и появлялись такие жертвы. С нашей стороны, я вам скажу, что от пулевых ранений, в общем-то, никто не скончался. Были случаи, когда снаряды, их рвалось очень много. Один снаряд даже убил нашего парня, который попал прямо в грудь. Его буквально на куски раздробило. Вот такой случай был. Было очень много осколочных ранений, ведь, я опять повторяюсь, есть всякого рода бомбы, которые падают, и снаряды, они взрываются и в воздухе, и на земле. И, в общем, достаточно разных видов оружия, чтобы, так сказать, не подходя и издалека, так сказать, расстреливать тех, кто там находится. Ну, а касаясь потерь, я бы сказал, что были атаки, они, если не каждый день, то они повторялись, попытки были продвижения. Вот. Во время вот этих боев, я думаю, что российская армия несла значительные потери, поскольку те источники, которые у нас, в общем, нам доносили эту информацию, подтверждали, говорили, что есть потери.
Да и само российское командование признавало то, что российская армия конкретно по направлению Сержанюрт несла значительные потери. Последний раз речь шла о морских пехотинцах. Скажите, пожалуйста, каков быт бойцов сопротивления? Живут ли они в окопах, так сказать, постоянно? Как-то меняются? Ездят на отдых? Что, вот как происходит оборона, как она организована? Ну, естественно, находиться круглые сутки в окопе нелегко. Поэтому, хотя были ребята, которые, в общем, редко покидали позиции, конечно, идет смена, надо и себя в порядок привести, так сказать. Был такой быт, в общем, налажен в том отношении, что сами готовят, естественно, ездят за продуктами. Ну, у кого деньги сохранились еще с мирных времен, в общем, покупали продукты на рынке. В основном это сухой паек, в общем. Иногда покупали мясо, варили на костре, жарили. Ну, рацион такой узкий довольно-таки. Но, тем не менее, никто не жаловался, понимал, что идет война, понимал бессмысленность того, что делается. Все-таки надеялись, что руководство, политическое руководство России примет какое-то решение, чтобы остановить эту войну. Но, к сожалению, такого не произошло и на сегодняшний день. Поэтому ничего другого, как защищать себя, не оставалось. И когда говорят о том, что вот чеченцы настолько хотят воевать, им так нравится, что они без войны жить не могут, конечно, это может говорить человек, который не знает народ чеченский, который просто напичкан вот этим идеологической пропагандой античеченизма. На самом-то деле это самые простые ребята, которые имели конкретную работу, с этой работы жили, так сказать, растили семью и так далее. Особенно, так сказать, на шее, вот, допустим, армии, конкретно армии, которая у нас есть, мы не сидели. Но потом еще оставался запас все-таки, и мука, и картошка, и масло. Ну, все, в принципе, было. Руслан, что касается денег, скажите, вот российские средства массовой информации, российское командование утверждают, что на стороне чеченцев воюют наемники из Афганистана, Пакистана, Турции, арабских стран. Воюют, получая за это действительно огромные деньги. Мне вот лично приходилось сталкиваться, скажем, с иорданцем в шалях, приходилось сталкиваться с русским артиллеристом, который приехал воевать на стороне чеченского сопротивления с первых же дней войны. Скажите, ну вот разговоры о наемниках, насколько вот эти вот разговоры о наемниках, насколько они имеют под собой почву? Ну, во-первых, что такое наемник? Его же надо нанять, то есть платить, нанимать. Ты сделай эту работу, а я тебе заплачу. Таких людей, в принципе, не было. Наемников конкретно не было. Были люди, добровольцы, которые изъявили желание вместе с чеченцами защищать свободу этих людей. А такие были. Причем, я скажу, неплохие ребята. Я имею в виду конкретно русских. Очень хорошие ребята. Люди, которые понимают, что такое жизнь, понимают, что такое справедливость. Ну вот среди вас конкретно, среди защитников Сержань-Юрта, были русские ребята? Да, у нас был русский парень, Коля. Он защищал вместе с нами, находился, зарплату не получал, деньги, доллары тоже не получал. Причем, я скажу, это был довольно-таки философского склада парень, который к жизни относился очень серьезно, но тем не менее и легко. А с другой стороны, он понимал, главное, понимал нас, понимал то, чем мы занимаемся, и понимал наши мысли, понимал нашу душу, он понимал менталитет чеченского народа, и это очень важно. Потому что воевать на стороне, вот в таких условиях чеченцев, это надо, в общем-то, быть не просто авантюристом или кем-то, как представляют некоторые вот тех, кто воюет на стороне чеченцев, а довольно-таки человеком, который, в общем, в жизни что-то смыслит.
Руслан, последний вопрос. Скажите, вот пал Сержень-Юрт, российские войска вошли в Ведено и поднимаются все выше в горы. Есть ли какие-то перспективы у чеченского сопротивления или, в конце концов, все-таки федеральная группировка сможет дожать как бы силы сопротивления по горам, вплоть до границы с Дагестаном и Грузией? В Чечне уже 6 месяцев продолжается война. Продолжается, с чеченцами воюет одна из самых великих армий. Это великая российская армия воюет с горсткой чеченцев. 6 месяцев. Вот если бы у руководства, допустим, той же армии или политического руководства, вот хватило бы благородства, чтобы оценить, ведь оценить то мужество, тот героизм, который проявляется. Ну, как бывает, если сильный бьет слабого, и он видит, что он достоин того, чтобы даже сражаться с ним, то он говорит: да, ты мужчина, поэтому давай лучше дружить, и вместе будем, так сказать, заниматься другими проблемами. Вот не происходит вот этого, понимаете? Продолжается то же самое. Все говорят: вот они бандиты, их надо уничтожить. Вот если они будут мертвыми, если их не будет на этой земле, то все проблемы решатся. Не решатся эти проблемы. Взять Ведено, ну, Ведено — это чеченское село. Точно так же, как и Самашки, чеченское село. Так же, как и Братское, и Знаменск, которые находятся буквально в нескольких километрах от российской границы. Это все равно они останутся чеченскими селами. И от этого никуда не выйти. Ну что значит взяли? Ну, расположились там. Ну, передвинулись в другое место. Не имеет значения, не имеет. Я бы даже так сказал. При желании, в общем, если принять решение, то можно сконцентрироваться и взять даже столицу Чечни. Можно. Но смысла нет в этой войне. Нет смысла. Нет смысла его брать, этот город. Вот. Поэтому мне кажется, что война взятием Ведено не закончится. Не закончится она даже тогда, когда возьмут, допустим, Шатой, возьмут Нажай-Юрт. Не закончится. Она будет продолжаться до тех пор, пока сама Россия, российское руководство не скажет: стоп, вот отныне война прекращается, и действительно прекратит войну, а не декларативно. С одним из чеченских полевых командиров для программы «Россия. Вчера, сегодня, завтра» в Чечне беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» там Андрей Бабицкий. В предыдущем выпуске нашей программы мы знакомили вас с интервью, которое взял специальный корреспондент «Радио Свобода» в Чечне Андрей Бабицкий у одного из полевых чеченских командиров. Вот фрагмент этого интервью, не вошедший в прошлую передачу. Он о том же, о чем и фильм томского режиссера. Скажите, пожалуйста, Руслан, вот такая проблема. Как оказывалась медицинская помощь раненым? Как вы их вывозили из-под обстрела? Здесь, так сказать, были какие-то проблемы? Ну, вы знаете, конечно, проблемы были и очень большие. Я просто хочу рассказать два примера, вот на двух примерах рассказать, как все это происходило. Среди нас не было профессионального медицинского работника, но какие-то знания у нас есть, что чисто там, как сделать укол, там, какие таблетки дать там, при каких-то там симптомах болезни и так далее, и так далее. Но слава Аллаху, что мало кто из нас заболевал, в общем, все были здоровые. Но вот во время одной из атак, во время одного из боя, одному парню попаданием осколка, снаряда, в общем, нам и не удалось выяснить, что это было, потому что осколок был такой большой, что оторвало руку выше локтя. И в этот момент, ну, представляете, после того, как он находится, у него болевой шок, и после шока, что произошло бы? Ну, перетянули жгутом и дали ему обезболивающее, в общем, сделали инъекцию. И после этого, конечно, он взял эту руку, взял эту руку, сказал: ничего, я сам похороню, и, короче говоря, не надо меня провожать, я сам поеду в госпиталь и все сделаю. И действительно,
поскольку нас было очень мало, нам некого было, в общем-то, отправлять, ни транспорта, ничего не было, он и отправился. Но другой случай, это когда осколком ранило нашего парня. Это была разрывная мина, которая взорвалась в воздухе во время одного из боев. Нам пришлось его выводить буквально под обстрелом. Ну, где-то километр мы шли, несли его на руках, донесли до машины. И вот тут я, в общем-то, полностью ощутил беспомощность, то есть отсутствие медперсонала и каких-либо лекарств. Это, конечно, ужасно. Ну, можно говорить об этом долго, но я скажу, что, во-первых, мы не знали точно, какое лекарство нужно, чтобы обезболить. Потом мы точно не знали, где надо, так сказать, сильно перетянуть живот, чтобы, в общем, не было потери крови. Потом мы не знали, как его ложить, чтобы довести. Потом ведь дороги плохие, они все изрыты разрывами снарядов, приходится вилять, и поэтому было очень тяжело, и он себя чувствовал очень плохо, и на глазах терял кровь, но видно было, что он бледнеет, в общем. И мы везли его, везли в Ведено, в госпиталь. По дороге он просил остановить машину, потому что ему было очень больно, но тем не менее мы решили его довести, понимая, что надо быстрее добраться. Когда привезли, ну, оказалось, что нет специалиста, который мог бы, допустим, дать наркоз. Пришлось везти в другое место. Это, опять же, еще часа два, так вот. Ну, так получилось, что, в общем, довезли мы его. А вот отсутствие медицинского работника, нет лекарств, не знаем, как сделать инъекцию, это, конечно, проблемы, которые, в принципе, можно. В общем, мы оказались не готовыми к этой войне. И никто не предполагал, что она будет. Если бы знали бы, то наверняка подготовились бы.